Добрый день, ребята! Сегодня у нас урок математики в 5 классе. Урок номер 7. Тема урока – уравнения. На сегодняшнем уроке, ребята, мы с вами повторим, как решаются простые уравнения, научимся решать уравнения, содержащие несколько арифметических действий, и научимся решать задачи с помощью составления уравнения. Великий ученый Альберт Эйнштейн говорил: «Мне приходится делить свое время между политикой и уравнениями. Однако уравнения, по-моему, гораздо важнее, потому что политика существует только для данного момента, а уравнения будут существовать вечно». Давайте с вами вспомним, как решаются простые уравнения. Ведь уравнения вы проходили в начальной школе, правда же? Итак, первый вопрос. Что называется уравнением? Уравнением называют равенство, содержащее букву, значение которой надо найти. Что такое корень уравнения? Корнем уравнения называется значение буквы, при котором из уравнения получается верное числовое равенство. Что значит решить уравнение? Решить уравнение значит найти все его корни или убедиться, что это уравнение не имеет ни одного корня. Сколько корней может иметь уравнение? Уравнение может иметь один корень, не иметь ни одного или бесконечное множество корней. Сегодня мы с вами, ребята, будем решать уравнения, которые имеют единственный корень. Чтобы приступить к решению уравнений, давайте вспомним, как найти неизвестный компонент при выполнении арифметических действий. Как найти неизвестное слагаемое? Чтобы найти неизвестное слагаемое, надо из суммы вычесть известное слагаемое. Как найти неизвестное уменьшаемое? Чтобы найти неизвестное уменьшаемое, надо сложить вычитаемое и разность. Как найти неизвестное вычитаемое? Чтобы найти неизвестное вычитаемое, нужно из уменьшаемого вычесть разность. Давайте с вами рассмотрим уравнение, содержащее одно арифметическое действие. И сразу будем составлять уравнение для решения задачи и затем решать это уравнение. На левой чашке весов лежит арбуз и гиря весом 2 килограмма. А на правой чашке гиря весом 5 килограмм. Весы находятся в равновесии. Чему равна масса арбуза? Обозначим х килограмм вес арбуза. Тогда получается, что х килограмм плюс 2 килограмма гиря на левой чашке весов уравновешивается с гирей весом 5 килограмм на правой чашке весов. То есть между этими величинами можно поставить знак равно. Мы получили уравнение х плюс 2 равно 5. Надо найти такое значение х, при котором это уравнение превращается в верное числовое равенство. Итак, х ищем 5 минус 2, х равно 3, корень уравнения. Значит, арбуз весит у нас 3 килограмма. Посмотрите на уравнение х плюс а равно b. Считаем, что а и b это известные числа. Х нужно найти, то есть говорят, х нужно выразить через числа а и b. То есть как найти неизвестное слагаемое? Нужно из суммы вычесть известное слагаемое. Получаем х равно b минус а. Решим с вами уравнение х плюс 37 равно 85. Чтобы найти неизвестное слагаемое,
нужно из суммы вычесть известное слагаемое. Получаем, что х равно у нас 85 минус 37. И корень уравнения получится у нас х равен 48. То есть мы с вами решили уравнение. Давайте мы с вами проверим, правильно ли решено уравнение. Х плюс 315 равно 887. Чтобы найти неизвестное слагаемое, надо из суммы вычесть известное слагаемое. Х равен 887 минус 315. Х равен 572. То есть уравнение решено верно, и все арифметические действия тоже выполнены без ошибок. Посмотрите теперь на уравнение х минус а равно b. Опять считаем, что неизвестная величина здесь х. А и b известные числа. Как найти неизвестное уменьшаемое х? Нам нужно сложить вычитаемое и разность. Получаем х равен b плюс а. Опять проверим, правильно ли решено у нас уравнение. Х минус 47 равно 247. Чтобы найти неизвестное уменьшаемое х, надо сложить вычитаемое и разность. Получаем х равно 247 плюс 47 и корень уравнения 294. Отвечаем «да», уравнение решено правильно. И все арифметические действия тоже выполнены верно. Решите уравнение и найдите сумму их корней. Посмотрите внимательно на слайд. У нас 3 уравнения. Первое уравнение х плюс 23 равно 41. Находим неизвестное слагаемое. Х равен 41 минус 23 и корень уравнения равен 18. Второе уравнение. 85 минус y равно 72. В этом простом уравнении нужно найти неизвестное вычитаемое. Вспоминаем. Чтобы найти неизвестное вычитаемое y, нужно из известного уменьшаемого вычесть известную разность. Получаем y равно 85 минус 72 и корень уравнения равен 13. Третье уравнение. Х минус 63 равно 26. Решаем его. Х равен 26 плюс 63, корень уравнения 89. А теперь, ребят, выполняем условия задания. Находим сумму полученных корней. Первый корень уравнения 18, второй корень уравнения 13 и третий корень уравнения 89. В сумме получим 120. А сейчас, ребята, рассмотрим уравнения, содержащие более одного арифметического действия. Мы по ходу выполнения уравнения составим алгоритм решения сложных уравнений на примере. Итак, перед вами уравнение 64 плюс 36 делим на скобку х умножить на 3 минус 15, скобочка закрывается, равно 70. Определим порядок выполнения арифметических действий в левой части этого уравнения. Напомню, что левая часть уравнения называется выражение, записанное слева от знака равно. Правая часть уравнения называется выражение справа от знака равно. Итак, нумеруем в левом выражении последовательность выполнения действия. Первое действие, второе действие, третье действие и четвертое действие.
Определим последнее действие и назовем его компоненты. Значит, у нас получается, первое слагаемое будет 64, а второе слагаемое будет выражение 36 делим на х умножить на 3 минус 15. А сумма будет равна 70. Определим неизвестный компонент и правила его нахождения. Мы находим слагаемое 36 делим на х умножить на 3 минус 15. Чтобы найти неизвестное слагаемое, нужно из суммы вычесть известное слагаемое. В соответствии с этим правилом находим 36 делим на х умножить на 3 минус 15, левая часть, правой части 70 минус 64. 70 минус 64 равно 6. Рассмотрим получившееся уравнение покороче и выполним те же действия. Определим порядок выполнения действий в левой части. Первое действие, второе действие, третье действие. Далее определим последнее действие и назовем его компоненты. У нас получается 36 – это делимое, х умножить на 3 минус 15 – это делитель, 6 – это частное. Определим неизвестный компонент и правила его нахождения. Это неизвестный делитель х умножить на 3 минус 15. Чтобы найти неизвестный делитель, нужно делимое разделить на частное. В соответствии с правилом выполняем вычисление. 36 делим на скобку х умножить на 3 минус 15 равно 6. Х умножить на 3 минус 15 равно 36 делим на 6. 36 делим на 6 получили 6. И повторяем алгоритм еще раз с получившимся уравнением, ребята. У нас новое уравнение. Мы определим порядок действия и рассмотрим уравнение х умножить на 3 минус 15 равно 6. Первое действие, смотрите по слайду. Второе действие. Определим последнее действие и соответствующие компоненты, ребята. Итак, х умножить на 3 минус 15 равно 6. Х умножить на 3 – это уменьшаемое, 15 – это вычитаемое, 6 – это разность. Определим неизвестный компонент и правила его нахождения. Х умножить на 3 минус 15 равно 6. Х умножить на 3 – это неизвестное уменьшаемое. Чтобы найти неизвестное уменьшаемое, нужно к разности прибавить вычитаемое. В соответствии с правилом выполняем вычисление. Х умножить на 3 минус 15 равно 6. Х умножить на 3 равно 6 плюс 15. Х умножить на 3 равно 21. На этот раз получено простое уравнение. Первый этап – расстановка действий пропускаем и решаем уравнение по упрощенному алгоритму. Определим соответствующие компоненты умножения. Х это будет множитель, 3 это будет множитель, 21 это будет произведение. Определяем неизвестный компонент и правила его нахождения. Х умножить на 3 равно 21. Х это неизвестный множитель. Чтобы найти неизвестный множитель, нужно произведение разделить на известный
множитель. В соответствии с правилом выполняем вычисление. И х у нас равен 21 разделить на 3, х равно 7. То есть мы нашли корень уравнения х равное 7. И мы с вами создали алгоритм решения уравнения. Первое. Рассмотрим уравнение и определим порядок действия. Определяем последнее действие и соответствующие его компоненты. Определяем неизвестный компонент и правила его нахождения. В соответствии с правилом выполняем вычисления. Ну и закрепим. Решим уравнение. 35 плюс y минус 15 равно 31. 35 плюс y – это неизвестное уменьшаемое. 15 – это вычитаемое. 31 – это разность. 35 плюс y равно 31 плюс 15. 35 плюс y равно 46. И от 46 мы отнимаем 35. Y у нас равен 11. Это же уравнение можно решить другим способом, ребята. Посмотрите внимательно. Преобразуем левую часть уравнения. Открываем скобки. Y плюс 35 минус 15 равно 31. Y плюс 20 равно 31. И чтобы найти y, 31 минус 20, y равен 11. Решим следующее уравнение. Первое уравнение. 138 плюс х плюс 57 равно 218. Преобразуем выражение в левой части уравнения, пользуясь переместительным свойством сложения. Получим х плюс 138 и 57 равно 218. 138 и 57 равно 195. Х равен 218 минус 195, и корень уравнения равен 23. Ответ равен х равен 23. Второе уравнение. 248 минус сумма двух выражений y и 123. И все это равно 24. Мы находим неизвестное вычитаемое. Y плюс 123 равен 248 минус 24. Y плюс 123 равен 224. А теперь находим неизвестное слагаемое. Y равен 224 минус 123. И корень уравнения равен 101. Ответ. Y равен 101. Ну, переходим к решению задач. Задача номер 1. Сережа задумал число, уменьшил его на 20, к результату прибавил 21, получил число 112. Какое число задумал Сережа? Рассуждаем следующим образом. Пусть х задуманное число. Если это число уменьшить на 20, то получим число х минус 20. К результату прибавим 21, получим число х минус 20 плюс 21, равное 112 по условию задачи. Можно составить уравнение х минус 20 плюс 21 равно 112. Решаем. Находим первое слагаемое. Х минус 20 равен 112 минус 21. Х минус 20 равен 91. И х равен 91 плюс 20. Х равно 111. Выполним проверку, ребята. Поставим значение х в первоначальное уравнение. 111 минус 20 плюс 21 равно 111.
12. После преобразования левой части, в левой части получилось 112 равно 112. Задачу мы решили верно. Значит, число 111. Задача номер 2. 6 одинаковых тарелок стоит 72 сома. Одна чашка дешевле тарелки на 3 сома. Сколько стоит чашка? Рассуждаем следующим образом. Пусть x сом стоит 1 чашка. Тогда 72 делим на 6 сом стоит 1 тарелка. Так как по условию задачи известно, что тарелка дороже чашки на 3 сома, составим и решим уравнение. 72 делим на 6 минус х равно 3. 72 делим на 6 это 12. 12 минус х равно 3. Х равен 12 минус 3. Х равен 9. Выполним проверку. 72 делим на 6 минус 9 равно 3. В левой части тоже получилось 3. 3 равно 3, значит задачу мы решили верно. И ответ 9 сомов. Итак, ребята, мы подошли к следующему этапу нашего урока. Мы должны подвести итоги урока. И вспомним с вами, что называется уравнением. Уравнением называется равенство, содержащее букву, значение которой надо найти. Что такое корень уравнения? Значение буквы, при котором из уравнения получается верное числовое равенство, называют корнем уравнения. Что значит решить уравнение? Решить уравнение значит найти все его корни. Давайте мы с вами вспомним алгоритм решения уравнений, содержащих несколько арифметических действий. Первое. Определяем порядок выполнения арифметических действий в левой части уравнения. Второе. Определяем последнее действие и соответствующие компоненты. Третье. Определяем неизвестный компонент и правила его нахождения. Четвертое. В соответствии с правилом выполняем вычисления, ребята. Ну а наш урок, ребята, окончен. Я с вами прощаюсь. До следующей встречи. Спасибо вам за урок.